Здравствуйте, вы смотрите очередное интервью на информационном портале LoveMD. Сегодня мы поговорим о общественно-политической ситуации в Гагаузии, о взаимоотношениях смешанной парламентской группы Народного собрания, автономии и парламента страны, а также о том, когда Народное собрание будет принимать бюджет Гагаузии на 2023 год и каким ждать бюджет 2023 года. Сегодня наш гость, депутат Народного собрания Сергей Константинович Пэш. Здравствуйте, Сергей Константинович. Здравствуйте. На самом деле, несмотря на то, что год близится к завершению, казалось бы, что все должны, как-то быть занятыми немного праздничными делами, но в Народном собрании ситуация далеко не говорящая о предстоящих каких-то праздниках, потому что, как правило, вопрос принятия бюджета уже, как показала практика, на протяжении ряда последних лет вызывает достаточно спорные конфликтные моменты не только в обсуждении, но и в самом принятии этого документа. И история этого года, мы с вами неоднократно говорили в программах, мы все знаем, закончилась тем, что Башкан обжаловала и был отменен закон о бюджете на 2022 год. На последнем заседании депутаты обсуждали проект бюджета в первом чтении, и обсуждения были достаточно бурными, потому что по информации, которую предоставляли ваши коллеги, в том числе и вы считаете, что исполнительный комитет предложил бюджет, который не имеет под собой реальную обеспеченность денежными средствами, и он увеличен неоправданно по тем экономическим показателям, которые есть на самом деле в реальности. В итоге из заседания стало понятно, что исполком готов уступить, например, часть того и снизить доходную часть бюджета на 20 миллионов леев. Хотя по тем высказываниям, которые делали вы и ваши коллеги, вы считаете, что этого недостаточно. В итоге был утвержден бюджет с учетом того, что 20 миллионов были урезаны в первом чтении. Теперь депутаты работают над тем, что рассматривают в комиссиях постоянно проект бюджета на 2023 год. По вашим прогнозам, удастся ли депутатам в этом году принять бюджет, который будет максимально взвешенным или как минимум будет нейтрализованы его негативные последствия на экономику Гагаузии, в том числе и на жителей? Потому что мы видим примеры предыдущих лет, когда такая практика принятия бюджетов достаточно негативно сказывалась, в том числе на деятельности примарии и в том числе всей бюджетно-финансовой сферы автономии. Я бы, сказал, что не будет принят бюджет взвешенный, справедливый. Он будет принят, в принципе, подобным образом, как принимался и раньше. Я объясню, по каким причинам все это произойдет. По части того, что у нас идут бурные обсуждения в канун Нового года, собственно, закон предусматривает принятие закона о бюджета до 15 декабря. Как раз попадает в этот период. Что я хотел бы сказать по данному бюджету? Во-первых, чтобы было всем понимаемо, не в плане, одни рассуждают так, даже наши коллеги, что, дескать, о чем вмешиваться в деятельность исполнительной власти, что нам все время им мешать, что нам им какие-то проблемы создавать или препятствия. Дайте им, что они хотят, они же будут отвечать. То есть подобными высказываниями сами депутаты не понимают того, что они практически отказываются от собственных полномочий, именно от именно контрольных функций, потому что, принимая бюджет, мы же его утверждаем, половинка от принятия бюджета, ответственность это лежит за депутатами Народного собрания. И тут нужно не глазки строить, а нужно очень серьезно подходить к главному основному документу на весь год, поскольку денег не хватает, поскольку мы знаем, что очень много расточительно расходуется налево-направо денег, и тут важно, чтобы максимальное воздействие со стороны депутатов Народного собрания для того, чтобы более-менее был бы справедливым этот бюджет. На этом этапе приходится констатировать, что принят в первом чтении закон о бюджете. Да, как будто бы исполнительный комитет согласился уменьшить стоимость бюджета на 20 миллионов, но это, я могу открытым текстом сказать, что это договорняк. Это есть договорняк исполнительной власти, то есть Башкана с представителем Народного собрания. Я не знаю по каким позициям, но этого недостаточно крайне. Объясню почему. Во-первых,
Что значит доходы, вот, которые предложил исполнительный комитет? По нашим доходам, я не беру трансферты, которые идут с республики, но завышенный доход, налог на предпринимательскую деятельность. То есть, говоря иными словами, налог на прибыль. Там против суммы этого года она увеличивается почти где-то на 80 миллионов, почти на 100 миллионов. Надо полагать, что год-то был очень тяжелейший, я имею в виду для экономики. Сельское хозяйство в достаточно очень плохом положении, ну, я имею в виду, что засуха. И эти показатели, они отражаются сегодня, они отражаются по реализации товаров, уже произведенных в этом году. Налог на прибыль выплачивается как бы годовой в конце, после первого квартала, то есть в конце апреля будущего года нужно оплачивать налог на прибыль. Соответственно, в этих условиях, понимая вот все нагрузки, цены высокие на энергоносители, которые тоже влияют очень сильно на экономику, они очень сильно отразились и выявятся в очень негативных цифрах. То есть мы не доберем как минимум 100 миллионов. Закладывая вот эти доходы, соответственно, оно отразится и налог на добавленную стоимость тоже. И закладывая такие большие доходы, соответственно же предлагаются расходы. А расходы исполнительный комитет может делать уже выборочно, исходя из как бы кармана. Да. Сегодня планируется получить миллион, получается примерно в 2 раза меньше. Они будут расходовать в том направлении, куда они хотят или куда они считают нужным. И вот эта ситуация может привести к тому, что во второй половине будущего года у нас может быть очень серьезный финансовый разрыв. Вот эти финансовые нарушения, и они могут коснуться очень социально уязвимых направлений. И в этом вся обеспокоенность. И это как бы одна сторона. Потому что закладываются, в частности, проекты на перекрытие кровель крыш в школах, там порядка 16, по-моему, этих объектов, стоимость общая где-то почти 45 миллионов. Во-первых, это предлагается в нарушение закона. У нас есть закон о капитальных вложениях, там сумма заложена 45 миллионов, и в эту сумму, если закладывать, к примеру, там, перекрытие кровель, нужно было закладывать те или иные проекты. Но проекты не утверждены, суммы взяты, я скажу так, с потолка. На каждое перекрытие там, по 3-4 миллиона. Нет, чтобы где-то отремонтировать, образно говоря, да? Может где-то поменять там, шифер частично. Но закладывается полный ремонт, понимая, что с учетом того, что мандат нынешнего Башкана истекает 20 июля, они понимают прекрасно, что эти работы осуществить в этот период невозможно. Зимой, с учетом того, что и денег нет, перекрывать-то нечем. То есть начнутся работы в лучшем случае в апреле, в мае месяце, а в июле ей надо уходить. Вероятнее всего, эти проекты будут недоделаны, и мы будем иметь такой же пример, как было с инфекционной больницей в Вулканештах. Деньги выделили, а объект не построили. Здесь я отчетливо вижу, что готовятся схемы по выводу денег из бюджета. Это как минимум. Сколько, трудно сказать, но чувствуется, видно, что очень большой такой размах. Другая сторона. Мы все говорим о том, что все понимают, что положение-то сложное, да, на фоне войны на Украине, на фоне энергетического кризиса, что в этих условиях нужно немножечко ужать свои расходы и постараться максимально эффективно расходовать те доходы, которые мы будем получать, и поддерживать людей. Сколько раз уже поднимали тему на предмет сокращения административных расходов именно на управление исполнительной власти. И сэкономленные деньги, если бы мы правильно подошли бы еще летом этого года, то могли бы сэкономить порядка 60 миллионов и направить на поддержку людям. Сейчас предлагается, вот я предлагал, коллега Тарнавский, другие коллеги предлагали, чтобы мы сэкономили какую-то более серьезную сумму, 60, 80, 100 миллионов, и направили на поддержку людям, чтобы каждая семья могла получить по несколько тысяч лей. То есть каждый человек мог бы получить по 2, по 3, по 4 тысячи лей поддержки в этот сложный период. Сейчас, скажем так, не до жиру. Нужно помочь людям, нужно выйти из этого кризиса, пережить зиму, а дальше уже, исходя из наших возможностей, планировать свои расходы.
Как-то так нужно было подойти. Но приходится констатировать, что по непонятным причинам то, что исполком предложил, то и большинство утвердило. И коль в первом чтении утверждена вот по согласованность с исполкомом и, вероятнее всего, с депутатами, то надо полагать, что во втором чтении точно так же бюджет будет принят, я так предполагаю, в этом месяце по тем показателям, по тем направлениям, которые пожелает исполнительный комитет. Я это вижу так. Вот что касается вопроса ремонта кровель учебных заведений Гагаузии, их, насколько я понимаю, было представлен отдельный список из 16 объектов, то есть каким образом выбирались те или иные объекты, остается большим вопросом, потому что на заседании мы слышали, что требования и депутатов с Вулканешт, которые говорили, что одно из учебных заведений, где требуются эти работы, в список не включены. И здесь есть отдельно другой вопрос, так как деньги, как вы и господин Тарнавский говорите, что были заложены с нарушением закона о капитальных инвестициях, то есть в определенный список примарей. На ваш взгляд, не является ли это подготовкой к выборам Башкана, и не будет ли эти финансы использоваться для того, чтобы, как минимум, получить лояльность тех или иных примаров или населенных пунктов в период избирательной кампании за определенного кандидата? Вы знаете, трудно сказать, какие деньги будут направлены на выборы, я имею в виду нынешнему Башкану, своего там приверженца, которого они будут продвигать, безусловно, с учетом практики предыдущих выборов, мы знаем, что расходуются неимоверно большие деньги, поэтому сэкономлены, давайте открыто скажем, сворованные деньги от этих проектов, либо сворованные из других проектов деньги будут направлены на выборную кампанию, не имеет значения. Имеет значение то, что своруют деньги. В этом вся проблема, нарушение закона. Я говорил о том, что, а почему мы сегодня должны финансировать, вот нам говорят, что давайте 40 лет, по 50 лет крыши не перекрывались. Почему мы в Гагаузии, власти Гагаузии, должны финансировать такие серьезные проекты, исходя из собственных доходов? Почему они не должны финансироваться правительством? Я им привел пример, как это было, по-моему, в 2019 или в 2020 году. Лицей Михаила Еминеску. Исполком настаивал, чтобы мы выделили 5 миллионов лей на утепление этого здания. Мы отказались, настаивали на том, что это правительство должно выделить деньги. На второй день правительство деньги выделило. Сейчас подобная ситуация. Если бы Башкан поднял об эту проблему на заседании правительства, она обязана была поднять там, заявив о том, что у нас текут крыши. Вот как в других районах, в других населенных пунктах правительство выделяет средства на кровлю, на перекрытие кровель, так пусть правительство выделит. Я понимаю, что бюджет Гагаузии, например, за счет собственных доходов, мог частично в этом участвовать. А не так, как сегодня, сломя голову, давайте все за свои деньги мы все сделаем. Это совершенно очевидно идет подготовка и подготовленная схема по отмыванию денег с бюджета. Я вам скажу еще, такой пример приведу, тоже несостоятельный аргумент. Вот коллеги приводили пример. Понятно, что опять же там они на стороне Башкана Гагаузии и пытаются как-то это все оправдать. Что, дескать, а что переживать его по доходам? Вот в прошлом году, на этот год закладывали доходы одни, в частности по налогу на прибыль, и никто не ожидал, они набрали столько-то доходов. Во-первых, мы не знаем, сколько фактически набрали против того, что они нам представляют, да? То есть не было какого-либо контроля. Второй момент, надо понимать одну простую вещь. Почему доходы вообще выросли? Я имею в виду собираемость налогов. Да потому что, все очень просто, да потому что выросли цены на все. Вот берем элементарно. Топливо, да? Топливо подорожало вдвое. Там сидит налог 20% НДС, правильно? Там сидит акциз. Соответственно, кто платит? Платит конечный потребитель. Люди платят. Продукты питания подорожали на 40%. Электроэнергия подорожала, по-моему, в 3 раза. Газ подорожал по сравнению с прошлым годом в 5 или почти в 6 раз. Так вот, во всех этих товарах сидит налог. Если, предположим, за топливо, условно скажем, берем абстрактно, да, в прошлом году за такое количество бюджет получил, к примеру, даже Молдова 1 миллиард, то в этом году 2 миллиарда.
Если за газ в прошлом году бюджет получил там 3 миллиарда, то в этом году получил 15 миллиардов. Вот вам и цифры. Но ведь дело в том, что бюджет-то получает их, но оплачивает-то люди, то есть у нас нету свободных денег. В частности, даже по топливу хотел бы сказать, что даже информация была не раз о том, что Молдова экспортировала значит, нефтепродуктов чуть не в 11 раз больше, чем в прошлом году. И возникает вопрос, а как Молдова может экспортировать топливо, если мы его топливо не производим? А это чисто транзит с Румынии на Украину. Но он не проходит прямиком транзит, то есть он заходит в Молдову как товар, импортируется, то есть оплачивается 20% НДС и акциз. Компания, которая импортирует, потом отправляет на экспорт в Украину, и через 2-3 месяца НДС возмещает, то есть фактически эти деньги получают они обратно. Да, акциз оседает, но в цифрах-то все растет. Да, у нас бюджет растет, но расходы-то растут очень сильно. Люди этого не ощущают. Если бы мы получали бы, вот как даже берем по примеру бюджета Гагаузии, вместо миллиарда получили 1,3 миллиарда, то казалось бы 200-300 миллионов там, по сравнению с предыдущими там, 2 годами, это существенно. Но почему люди этого не ощущают? Да потому что расходы увеличились. Расходы на, как я сказал, на стоимость увеличивается. И более того, кроме налогов, то, что люди платят сегодня, потому что в любом товаре сидит, если там даже брать 20%, это 5-я часть, да? Но люди же платят и за товар. Ведь человек, который получал, примерно, допустим, там 5000 лей зарплату, он оплачивал, допустим, там, за продукты, там, за энергоносители, и, условно говоря, за эти деньги он мог как-то там продержаться там месяц. Сейчас получаете 5000, ему явно этих денег не хватает. Явно не хватает. Даже если ему добавили 1000 лей, ему не хватает, потому что подъем цен на энергоносители, на продукты питания существенно просто разорил людей. И в этой ситуации, повторюсь, нам нужно было подойти. Мы будем к второму чтению еще это обсуждать с коллегами, но я реально вижу, что вряд ли что-то можно будет изменить, но нужно было подойти более серьезно, более справедливо, для того, чтобы людям что-то осталось, каким-то образом помочь. А так получается, что даже там коллеги, которые обсуждали, поддерживали идею о том, чтобы сократить расходование на ненужные расходы на содержание большого бюрократического аппарата, они сегодня поддержали предложение исполкома по непонятным причинам. Сергей Александрович, 12 декабря парламент обсуждает в последнем чтении бюджет страны на 2023 год. И с ним была тоже интересная история, потому что на прошлой неделе за несколько часов до заседания правительства бюджет был предложен членам правительства. Не знаю, следили вы ли за заседанием правительства, но там Ирина Влах, Башкан Гагаузии, заявила Гаврилице, премьер-министру, о том, что бюджет республики представлен для членов правительства с нарушением процедуры. Не соблюдена процедура 15 дней для публичных консультаций по бюджету, потому что в среду бюджет был представлен, сегодня он уже обсуждается в парламенте. И высказала ряд требований. Здесь у меня возникает, понятно, что этот вопрос правильнее было бы адресовать Ирине Федоровне, потому что она обжаловала бюджет Гагаузии на 2022 год, и именно ее доводами послужило то, что якобы депутаты Народного собрания нарушили процедурно вопросы по принятию бюджета. На ваш взгляд, было бы сегодня поступательно со стороны Башкана Гагаузии, члена правительства, в случае, если ей были обнаружены процедурные нарушения с бюджетом республики, будет ли она последовательно в своих действиях и обжаловать, например, бюджет Республики Молдова, который будет утвержден парламентом? А вы знаете, я не отслеживаю ее действия, поскольку, понятно, что лучше было бы, конечно, ей сказать, и с ней поговорить на эту тему, но это в большей степени, мне кажется, пиар, чисто политический пиар. Мы почему-то информацию видим, что где-то Башкан выступила в Ханчеште, где-то Башкан выступила в Бельцах. Что там она потеряла, непонятно вообще. Здесь завал полный в Гагаузии, здесь она просто, скажем так, открыто обанкротила Гагаузию, а теперь она подалась в Молдову.
Понятно, что, может быть, какие-то политические у нее там Я почему идеи, задал вам взгляды этот есть. вопрос, Сергей Константинович, потому что, да, я понимаю, что он не по адресу, но если разбираться немного в самой сути решений судебных инстанций, да, то есть получается, что ситуация практически одна и та же. Да? Вот только в одном случае речь идет о центральном бюджете Гагаузии, в другом случае речь идет о центральном бюджете страны. Лицо, которое как бы выражает недовольство тем, что не соблюдается, одно и то же. И вот просто для меня интересно, что было больше руководствовались судьи в случае с бюджетом Гагаузии, потому что это все-таки политический документ, так же, как и бюджет Республики Молдова. И может ли быть принято по аналогии с судебным прецедентом отменен бюджет страны? Я вам отвечу с иронией. Наш суд самый гуманный суд в мире. Наш суд может принять любое решение. По одному тому же моменту, там, по одним и тем же мотивам может принять совершенно разные решения. Поэтому, понятно, здесь было политическое решение. Во-первых, говоря о нашем бюджете, нету компетенции у суда рассматривать, отменять закон о бюджете, потому что это не административный акт, это нормативный акт, у них нету таких полномочий. Но, тем не менее, они это отменяют, не вникая в суть, находят какие-то некие нарушения процедурного характера и отменяют. В данном случае, Башкан вряд ли подаст в суд бюджет республики. Повторюсь, это в большей степени нужно чисто политически показать, поскольку, видимо, у нее, наверное, есть какие-то взгляды на какое-то будущее. Но это как бы ее право, что она там хочет, не хочет. Здесь вариантов нет никаких. По отмене судебной инстанции, бюджета республики никаких вариантов нет. Не надо строить каких-либо иллюзий кому-либо. Отчетливо понятно, это просто вброс в информационное пространство для того, чтобы себя проявить, показать. Вот я до этого сказал пример. Ей нужно было биться в правительстве за кровли крыш. Ей нужно биться в правительстве за ремонт дорог. Вот у нас с Камрата до Чедулунги нет дорог. По Ферапонтовке невозможно проезжать. Где эти проекты 2 или года назад его ремонтировали дорогу, там ужасная ситуация. Вот эти проблемы нужно поднимать в правительстве. Она молчит. Поэтому здесь она все, говорю, обанкротила, провалила все. Все провалила. Но демонстрирует себя, примерно, перед другими избирателями, вероятнее всего, в политических целях. Они же не знают реальную ситуацию. Она везде говорит, что у нас мы живем очень хорошо, что мы лучше всех живем. А я хочу сказать, что мы сегодня при ней уровень жизни упал, существенно упал. Мы стали практически одним из самых бедных регионов в Молдове. Это нужно признать. Вот именно из-за такой команды профессионалов, как они себя любили называть, они довели Гагаузию до ручки. Потому что как в политическом плане, как в экономическом плане Гагаузия очень сильно потеряла. И вот поэтому я уже смотрю на все это, что коль депутаты не способны изменить ситуацию, хотя они обязаны были изменить, повлиять на нее, на это я рассчитывал, поскольку шел в качестве депутатов годом ранее. И внутренне есть некая боль, сожаление, сочувствие, что вроде бы были люди, вроде бы депутаты были, с кем это можно было это все сделать, и все сыпется на глазах, есть разочарование. И теперь нужно опять терпеть как минимум полгода. Терпеть как минимум полгода ее безобразие. Ей, простите, наплевать на то, что людям нечем топить в домах. Нету дров, нету денег. Вот просто ничего, никаких отступлений. Как вам сказать, в переговорах, сколько там пытались обсуждать, она, во-первых, проигнорировала опять депутатов, не пришла, продемонстрировала, что для нее депутаты это не ровня. Вот именно неуважение к депутатам. Депутаты опять это проглотили. Она же должна представлять бюджет. Она обязана представлять, поскольку у депутатов есть вопросы. Она же расходует деньги, она подписывает платежки. Но жаль, что так получилось. И, повторюсь, нужно просто ждать теперь. Другого варианта нет, кроме как вытерпеть, чтобы Гагаузия, простите, избавилась от нее. Вот пусть где-нибудь, я не знаю, в каких-то проектах политических, либо ее там изберут, либо она будет участвовать где-нибудь за пределами Гагаузии, потому что в Гагаузии она, конечно, Гагаузия нанесла огромный урон. Сергей Викторович, я задал вопрос про высказывание госпожи Влах на правительстве, потому что, на мой взгляд, это раскрывает 3 пласта проблем в Гагаузии. Это первое, это подотчетность исполнительной власти
по исполнению бюджета перед депутатским корпусом, что мы видим, что это проблема уже последних как минимум 4 или 5 лет. Ну, это однозначно, потому что и предыдущий созыв сталкивался с этой проблемой, и нынешний созыв имеет те же самые проблемы, и сегодня мы не видим никаких достойных отчетов на то, как исполняется бюджет и как расходуются публичные финансы. Второй вопрос, это связанный с решением суда по бюджету, это политический, который ложится в русло разделения политических полномочий между Гагаузией и Кишиневым. И потому что в свете даже того заявления, которое принимали депутаты на последнем заседании касательно принятия в первом чтении избирательного кодекса, и в том числе и назначение прокурора Гагаузии, история, которая уже длится не 1 год, и имеет тоже абсолютно четко очерченные политические проблемы со стороны центральных властей. И в этой связи мы неоднократно с вами и с вашими коллегами говорим о работе смешанной группы, да, и вы один из тех депутатов, которые изначально скептически были настроены на результат работы этой группы. Ну, не знаю, возможно, что ваше мнение, может быть, поменялось, потому что вы являетесь сопредседателем со стороны Гагаузии, но для простых жителей Гагаузии результата от работы этой группы нет. Я могу ошибиться, но во всяком случае в нынешнем составе мы не видели никаких конкретных заявлений или решения тех или иных вопросов, которые были в повестке дня уже не одной этой комиссии. Но ВОЗ, как говорится в той пословице, и ныне там, и мы видим, что изо дня в день проблемы не решаются, они больше усугубляются, потому что это избирательный кодекс, это и отмена бюджета, потому что, безусловно, что там был и политический контекст. Другой вопрос, какие были договоренности для того, чтобы получить соответствующее решение. Да? Почему нет сдвигов в вопросе? Потому что и власть вроде бы поменялась, да? То есть до этого пеняли, что социалисты используют Гагаузию как электорат и не решают проблем. Власть поменялась, а мы имеем ту же проблему, которая не двигается ни в одном из направлений с точки зрения хотя бы мелких шагов для решения. Почему так происходит? Надо понимать одну простую вещь, простую деталь, что какая бы власть ни была в Молдове, они нас воспринимают, откровенно, воспринимают как некую проблему. Как они ее хотят понимать, так они ее понимают. Мы, конечно же, заявляем, все время прикладываем, доказываем, что это политическая автономия, что она принята посредством политического консенсуса при участии международных игроков, что есть опыт европейских автономий, что есть рекомендации, лунские рекомендации и так далее. То есть, чтобы это все, конечно, аргументы, безусловно, мы этими аргументами пользуемся, но они нас рассматривают как некую проблему, рассматривают боязливо, очень часто рассматривают, что мы что-то хотим большего. Но вся проблема заключается, на мой взгляд, в том, что сама система, политическая система, которая создана в Молдове, я имею в виду в современной Молдове, она выстроена на кумовстве, на куматризме, как у нас в Молдове называют. Чисто рассматриваются приверженцы, ставят на должности родственные и близкие отношения, не по профессиональным признакам. И в этой ситуации, конечно, учитывая, как она сформирована была после 90-го года, мы видим, что многие люди, есть люди, которые, политики, которые по сей день являются и в политике, участвуют в процессах, и они формировали и формируют вокруг себя в политических партиях людей, чисто приверженцев, подчиненных, которые просто неукоснительно будут исполнять их волю. И в политических партиях, бывает часто, даже крупных политических партиях, буквально на пальцах можно сосчитать игроков, которые потенциально толковых, грамотных, авторитетных, а другая часть абсолютно исполнители, которые должны просто поднимать в нужный момент ручку. И, безусловно, это выродило, есть некое вырождение, вырождается эта сама политическая система, она ухудшается, потому что людям, которые имеют способности, людям, которые обладают талантами, нет доступа к управлению процессами.
И из года в год, люди, которые понимают, что им там их фамилия там не катится, не проходит, они одни отсюда уходят, другие активничают, к примеру, уже не в политических процессах. А те, которые просто пришли по волне, потому что они являются родственниками чьими-то, потому что их дядя управляет там чем-то, да, то они не способны, они не могут и привнести что-нибудь полезное для общества. И они смотрят дико на Гагаузию, потому что, не понимая сути, абсолютно не вникая в существо вопроса, в существо закона, в существо наших полномочий, они дико это воспринимают, не хотят и слышать. Вот мы садимся в межпарламентской группе, да, садимся, начинаем обсуждать. Абсолютно, ну, может быть, один, там, два во что-то вникает, но они абсолютно не владеют ситуацией, не хотят вникать. Вот секретариат парламента что говорит, они это принимают за чистую монету. И скажу вам, что трудно, не жалуюсь, но трудно добиться каких-либо успехов. Мы даже с учетом того, что, как вы сказали, нынешняя власть, да, может быть, какие-то там надежды были, но иллюзии строить не надо. Они не хотят, чтобы мы надлежащим образом были интегрированы в политическое пространство Молдовы. Это наша проблема, это мы должны ее отстаивать, настаивать и продвигать. Процесс, он сложный, он долгий, на это нужно терпение и усилия. И надо понимать, что у нас здесь нет союзников в Молдове. Ни дипмиссии, там, образно говоря, которые влияют на эти процессы, ни европейские, американские и так далее. Нет у нас союзников. Да, нам будут любезно улыбаться, но союзников фактически у нас нет. Это наша проблема. Да, мы добились, пусть там мелких таких успехов, в том, что сейчас будут внесены поправки в закон о регламенте парламента, и перед принятием законов касательно Гагаузии, они обязаны будут направлять сюда, в Гагаузию, для получения согласований. Да? Второй момент. Сейчас мы пришли к тому, что в законе номер 100 о нормативных актах будут внесены, и в этот закон, кстати, тоже есть поправки. В этом законе будут еще поправки, будет формулировка «местный закон». До сих пор у нас нету прописанной формулировки «местный закон». А в нашем законе о правовом статусе указано, что компетенции Народного собрания, значит, включает, да, принятие местных законов. Так вот, когда мы достигнем, я надеюсь, что в ближайшие месяцы эта формулировка будет уже утверждена, у судебной инстанции, о которых мы говорили, возникнет проблема, потому что они не смогут уже рассматривать принятые нами законы как административные акты. Так вот, эта ситуация потянет за собой уже рассмотрение и в дальнейшем решение вопроса об внедрении третьей ветви власти, судебной власти, которая отсутствует. Поэтому не знаю, насколько, где мы будем, вот именно до чего мы договоримся, но эти процессы нужно двигать. Касательно того, чтобы люди почувствовали, вот как вы сказали, это не касается вот этих законов, да? Это чисто политические законы. Даже касательно кодекса о выборах, даже политического представительства в парламенте, это исключительно политические вопросы, и люди на себе ее не почувствуют. Но в рамках межпарламентской группы у нас есть договоренность, что мы можем приглашать на заседание, совместное заседание министров. Можно министра финансов, министра экономики. И у нас есть много вопросов к этим министрам, да, по бюджету, министра здравоохранения, министра образования. Но знаете, во что мы уткнулись? Мы уперлись на то, что исполнительный комитет, а это все касается исполнительной власти, потому что министры, они же все-таки подчиненные правительства, исполнительной власти. Мы давным-давно хотели заслушать министра финансов. Это касается и налоговой службы Гагаузии. Мы хотели заслушать министра здравоохранения на предмет того, что готовится по проекту в Молдове региональные больницы, 3 крупных региональных больницы построить в Бельце, Кишиневе, в Кагуле, а Гагаузия не учитывается. Но это только по крупным проектам. Но есть и других много чем вопросов. Министра образования, в частности, как раз вот с министром образования можно было бы как раз и поговорить об перекрытии этих кровель и так далее и тому подобное. Но заявляем, у нас участвуют еще представители исполкома в этой группе, они не голосуют, но участвуют. Заявляем, чтобы они представили вопросы, они, исполнители, да, представили вопросы для того, чтобы я, как сопредседатель, направил сопредседателю с парламента
для подготовки того или иного министра там, которого будем приглашать, либо с какого-то ведомства, с вопросами, нужными вопросами, и пригласить, и обсудить их. Исполнительный комитет ничего не делает. Понимаете, что происходит? Исполнительный комитет отказывается, то есть они публично об этом не заявляют, но они ничего не делают. И мы, получается, депутаты Народного собрания, мы же не владеем ситуацией, что творится внутри, там, даже по налоговой, что творится, то есть по бюджету, что творится в сфере образования. Из-за нежелания сотрудничать в этой сфере со стороны исполнительного комитета у нас работа не продвигается. Вот именно в этом контексте хочу сказать, что в 2015-2016 годах мы начинали, когда работать, была такая практика, мы приглашали, поднимали проблемы. Помню, по экологическому фонду, по дорожному фонду, даже по ним у нас до того момента, до 2016 года, Гагаузия почти получала 0. Благодаря тому, что мы поднимали эту проблему, пожалуйста, с того момента 5% от всего дорожного фонда Гагаузия получает ежегодно. То есть маленький пример. Фонд регионального развития, то есть офис открыли, до этого тоже не было. То есть для того, чтобы поднимать проблемы, нам нужно от людей, которые работают, исполняют и знают те проблемы, и они обязаны рядом с нами это продвигать, представлять его на профессиональном уровне для того, чтобы мы в общих интересах находили решение. Потому что так половинчато решать сложно. По политическим вопросам, как я сказал, мы это будем продвигать и без них. А что касается исполнительной части, что касается людей, образования, здравоохранения и всего, и экономики и так далее, без них мы ничего не можем делать. Сергей Константинович, что касается избирательного кодекса, да, потому что вы с депутатами-коллегами приняли заявление, хотя, казалось бы, да, самый такой, вопрос, который вызывал много лет противоречия, это вопрос Центральной избирательной комиссии Гагаузии. И вроде бы сейчас, я не читал еще проект этого закона, который был утвержден депутатами парламента в первом чтении, но из прессы стало понятно, что все-таки вроде бы учли, что есть такой орган, как Центральная избирательная комиссия, но, несмотря на это, Народное собрание выступило с заявлением. Я так понимаю, что основная проблема, на взгляд депутатов, это то, что не услышали голос Гагаузии по поводу квот, да? А были ли эти договоренности в смешанной группе, что это мнение будет учтено? Знаете, по касательно поправок в кодекс, они утвердили, немножко так изменили Центральный избирательный совет, они назвали Центральную избирательную комиссию. Мы с этим категорически не согласны. Мы согласие на это не давали. Что касается политического представительства в парламенте, мы проблемы поднимаем. Мы даже буквально летом немножко ультимативно подошли в плане работы, то есть поставили вопрос жестко, что вот именно касается представительства в парламенте, обсуждаем 27-ю статью внесения закона об особом статусе Гагаузии и ряд других вопросов в пакете. И, собственно говоря, этот немножко наш ультиматум продлился буквально несколько месяцев и не было заседаний. Но нету договоренности еще по квоте. Это вопрос очень серьезный, но мы сейчас рассчитываем, что, наверное, после Нового года, с ними обсуждаем, начнем обсуждать. Там присутствуют эксперты, запросим по практикам других автономий европейских, как они участвуют. И с учетом рекомендаций европейских начнем продвигаться в этом вопросе. Я не берусь сейчас сказать, что насколько это быстро и реально это можно будет сделать, поскольку это очень сложный вопрос. Но там и другие поправки, в общем-то, где-то были не учтены, и поэтому, соответственно, такое заявление последовало со стороны Народного собрания. В этих вопросах нужно иметь терпение и понимание того, что за 1 год, за 2 года многого не порешаешь. Тут нужно просто на постоянной основе готовить с нашей стороны, пытаться находить союзников там. Вот как бы ни было сложно, вот такова реальность. Может, завтрашний день ситуация изменится. Может быть, у нас из каких-то международных игроков появятся союзники, которые смогут повлиять на эти процессы. Но нам от этого отходить нельзя, как бы что ни говорили. Потому что когда наши коллеги заявляют, что нам нужно прекратить работу,
то своими заявлениями они льют воду на мельницу тех, значит, центральных властей, которые не заинтересованы что-либо менять в лучшую сторону, я имею в виду в пользу Гагаузии. А у вас есть надежда, что в этом составе парламента могут быть найдены какие-то решения по вот важным для Гагаузии с политического плана вопросов? Я, знаете, не хотел бы зарекаться, но некоторые моменты не хочу раскрывать, не в плане, не хочу просто раньше времени об этом говорить, но нам нужно потихонечку продвигаться. Даже по части поправок в кодекс мы ищем варианты, даже изменения, вот, чтобы Центральная избирательная комиссия, она называлась как Центральная избирательная комиссия. То есть нам нужно двигать потихонечку, поскольку приняв один законодательный документ, второй закон, оно потом влияет на последующие. В частности, я сказал, если утвердится, к примеру, местный закон, да, в нормативных актах, то тогда уже становится вопрос об внедрении судебной системы, да, судебной власти. Это как бы продвижение большое, хотя оно очень сложное. Точно так же будем шаг за шагом продвигаться по части квоты. Нам нужно получить гарантию по вопросу о невторжении, к примеру, парламента либо Конституционного суда в закон о правовом статусе Гагаузии. Нам нужно конституционное закрепление. Это еще более сложный вопрос. Но эти проблемы мы поднимаем, но, повторюсь, надо просто их двигать. Насколько успешно все будет, это во многом зависит от политической воли центральных властей. Вот ее, к сожалению, на сегодняшний день очень-очень мало или ее почти нет. И последний вопрос, отходя немного от общеполитической повестки. Есть ли какие-то предпосылки к тому, что в нынешнем созыве Народного собрания автономии исполком будет исполнять закон с точки зрения подотчетности по управлению публичными финансами и в том числе расходованию этих публичных финансов? Почему депутатам так и не удается заставить исполнительную власть исполнять гагаузское законодательство в этой части? Я думаю, что ничего не изменится. Потому что депутаты позволяют. Не потому что там супер там у нас башкан, который может обыгрывать, да, кто-то как преподносит. Нет, здесь мудреного ничего нет. Ума большого не нужно. Она управляет деньгами, она распоряжается деньгами. Но вот так себя ведут депутаты, которые просто по своим жалким каким-то там своим личным интересам соглашаются на то, чтобы и становятся, собственно, соучастниками всех этих безобразий, что творится с полком. Вот чего не понимают они. Жаль, что вот этого не понимают. Нужно отстаивать, потому что они выкидывают каждый раз. Вот мы сейчас видим, что как с утверждением исполкома было, что нас могут распустить. Сейчас бюджет не утверждаем до 15-го, нас могут распустить. Вот эта страшилка для некоторых воздействует. Другие получают какие-то должности, другие получают какие-то преференции негласные. Да? Кто-то проекты какие-то получал, кто-то финансирование какое-то получал. И вот эта продажность, к сожалению, да, вот она является проблемой нашей общей. И мы не можем продвигаться. И это и позволяется. А если бы не рассматривали свои личные шкурные интересы депутаты и просто на справедливой основе взяли бы, вот как говорится, там, значит, для того, чтобы разобраться, там, да, раскрыть все проблемы на открытой основе, потребовать бы, тогда было бы все по-другому. С позволения депутатов все это происходит. Потому что, вы знаете, вот говорят нам, что, дескать, вот бюджет растет, а что растет? Расти должна экономика, не за счет там, скажем, там, выклянчивания каких-то денег, кредитов за рубежа, не за счет повышения цен, как я сказал, увеличивается доходная, соответственно, расходная часть, но она не влияет на людей именно в часть. А сама экономика должна расти. Она не растет, она падает. И мы слышим, что политики разных мастей, да, вот, заявляют о том, что Молдова несостоятельна. Да, сегодня можно подчеркнуть, что Молдова несостоятельна. Молдова сегодня не может себя прокормить. И это очень печально. Но это не значит, что, как те политики заявляют некоторые, что раз Молдова несостоятельна, единственный путь – это нужно отказаться от суверенитета, объединиться с Румынией, и у нас наступит рай. Никакого рая не наступит. Никакой манны небесной не будет. Нужно будет работать.
не нужно отказываться от собственного, не нужно отказываться от собственной семьи и себя предлагать, к примеру, там жить, как бы быть на довольствие на чьей-то шее, да, вот, примерно, на чужой семье. У нас есть руки, у нас есть ноги, у нас есть разум, нужно просто наводить порядок. У нас беда – это коррупция, воровство, как в республике, так и здесь. И мне очень жаль, что нынешняя власть вот так недальновидна, так она, по крайней мере, здесь очень многие в Гагаузии рассчитывали, что прижмут немножко эту исполнительную власть, и воровства будет меньше. Нам нужно наводить порядок. Вот что нужно делать везде, в республике, в Гагаузии, везде. Нужно наводить порядок. И все нужно максимально выстраивать на справедливой основе, на открытой, на прозрачной основе. Не пытаться себя кому-то предлагать, да, что мы не способны, мы немощны, пусть нас будут кормить другие. Нет, нужно вкладывать в своих людей, инвестировать в своих людей, уважать своих людей, выстраивать все на справедливой, прозрачной основе для того, чтобы было будущее у этой страны, у этих людей. Это касается и автономии, потому что мы разбазарим и потеряем автономию таким образом. Мы сегодня на грани. Вот, к сожалению, именно с подачи людей, вот люди не обижаются, но с подачи людей, потому что нельзя так подходить, когда выбираем людей на ключевые должности, отдавать на откуп все свое состояние, имеется в виду там всю свою казну, а потом разводить руками, почему мы оказались в такой ситуации. И коль эту функцию сегодня еще переложили люди на депутатов, так эта ответственность лежит сегодня на депутатах по части контроля. Я благодарю вас за сегодняшнее интервью. Напомню, что сегодня мы говорили с депутатом Народного собрания Гагаузии Сергеем Чимпаеш. Оставайтесь с нами на информационном портале LoveMD и будьте в курсе происходящих событий.